Алейкум ассалам. Что происходит в Белгороде? Там все еще ВСУ, Баркал за ответ. Нет, там нет ВСУ в Белгороде, валейкум салам шайне. Там есть россияне, которые пришли защищать. Это русский добровольческий корпус, Легион Свободы России и батальон Сибирь. Они ведут боевые действия, как они сообщают, обстреливают. Сегодня с утра они видео закидывали тоже с боевыми действиями, которыми они там ведут. И россияне воюют за свободу своей России. Отлично. И мы можем приветствовать только таких людей. И в связи с этим я уже второй, третий день провожу специальные стримы, поддерживаю их, хотя не знаю их позицию по Чеченской Республике Ичкерия. Поэтому, да, россияне, мне вчера писали, что там есть чеченцы, но я полагаю, это россияне, потому что чеченцы не могут вместе с россиянами воевать под видом россиян. Это полная дискредитация чеченцев, которые воюют в Украине. Потому что украинцев нет с этими русским добровольческим корпусом. -то. Мы не видели ни одного человека, который говорит на украинском и говорит, что я вот украинец, вместе с русскими братьями иду освобождать Россию. А если там есть чеченцы, они только в качестве россиян. По крайней мере, для мира, для Запада, для россиян, для всех они показывают, что они россияне. Они могут верить, что они там делают какую-то операцию, что они там борются и так далее. Даже я видел видео вчера, парень говорит, что они как Басаев там и так далее. Ну, Басаев как ичкериец туда пошел. И весь мир знал, что он как ичкериец. Вы тоже, может, рискуете как Басаев, но вы представляетесь для всего мира как россияне, как русский добровольческий корпус и так далее. Поэтому вот поэтому Ахмед Закаев и все, что с ним связано, всегда играет на руку что турецким спецслужбам, что русским спецслужбам. Понимаете? И вот этих ребят, которые думают, что вот ну не может человек вот так играть роль, как играет ее Ахмед Закаев. И эти люди верят, что чеченцы мы такие. Мы не можем поверить, что человек может вот так нагло тебе лгать или тобой манипулировать. Ну, не воспитаны мы так. И поэтому я верю, что молодые чеченцы, которые там есть, они обмануты пропагандой, что вот там есть, если на Западе, если Украина поддерживает, ну тогда же это же точно не за русских. Вот так логика у человека, молодого человека складывается. Это не так, дорогие мои чеченцы. Это не так, к большому сожалению. И я попался на эту удочку и тоже верил, что Ахмед Закаев ведет какую-то деятельность. Нет, Ахмед Закаев вокруг себя собрал российскую агентуру. Ахмед Закаев меня вербовал, его человек меня вербовал, пытался вербовать на российскую разведку. Ахмед Закаев подписывал документы, что мы часть России, с Россией. И вы это все должны знать, потому что мы не просто так, я сижу здесь, это наживая себе смертельных врагов, вам это рассказываю. Но если вы это игнорируете по какой-то причине, ну, значит, вы сами делаете свой выбор. И любые чеченцы, которые зашли сейчас вместе с РДК и так далее, вы все для всего мира россияне. Вы можете себя Басаевым называть, бороться так же, как он, еще что-то делать. Но вы для всех, как россияне, представляетесь. И вы тем самым наше чеченское сопротивление дискредитируете. Вот что я не хотел это говорить. Думал, проигнорирую, оставлю. Если я говорю, и люди почему-то думают, что я тут просто так сижу, а делать нечего тут рассказываю, что Ахмед Закаев и его окружение вербовало меня на российские спецслужбы там, и так далее. У нас ведь есть президиум правительства. Мне интересно мнение чеченцев, которые там воюют. Кто из вас контактирует с нашей реальной властью, чеченской властью? Вы говорите, вы вне политики, тогда будьте вне политики, а просто воинами. А если вы в политике, то кто реальную нашу, настоящую власть из вас поддерживает в лице нашего президиума правительства? Вот если вы не поддерживаете, то вы не можете называться ни чеченской армией, ни чеченскими бойцами и так далее. Да, вы бойцы ЗСУ, вы добровольцы по национальности, вы чеченцы, но не ичкерийские получается. Потому что вы ичкерийские можете быть
если вас ичкерийская власть наделяет этими полномочиями. Понимаете? Вот в чем вопрос. А будучи, имея законную свою легитимную власть, игнорировать ее, поддерживать Закаева или там рядом с ним просто сфоткаться. Ему больше от вас ничего и не нужно. Главное, чтобы вы с ним сфоткались. Больше ему от вас ничего не нужно. И он добивается этого. Без ругани, без нервов, абсолютно нагло, беспардонно он этого добивается. И вот таким образом мы приходим к тому, к чему приходим. Поэтому там нет чеченцев, ну, чеченцы этнические там есть, я так понимаю, но они представляются для всего мира россиянами. Вот чего вы сделали, послушав Закаева, там закаевский человек там рядом был. И вот эти люди, я так полагаю, пришли к тому, что они себя представили россиянами.